воскресенье последние метры были уложены. Сейчас ведутся работы по устройству обочин. 2 километра буквально осталось. То есть в течение 2 дней работы будут закончены по дороге НАМ. Значит, остается у нас фактически выполнение сейчас составляет 73,65% по всем типам покрытия. Остается у нас только переходный тип покрытия на 3 дорогах. Это Анабар, Абалах и Кобяй. Значит, по Кобяю это участок строительства, по Абалаху тоже участок строительства и Анабар участок ремонта 10 километров. Значит, по Абалаху 9,3 километра. Это у нас дороги Саха заканчивают 30 октября рабочая комиссия. До 10-го должны все полностью, думаю, работы будут даже раньше завершены. 30-го уже рабочая комиссия. Обычно, когда рабочая комиссия, она 99% уже все работы выполнены. То есть, если какие-то будут недостатки, они устранятся там в течение недели максимум. Вот. По Абалаху, я извиняюсь, по Анабару работы ведутся. 3 километра уже дорожной одежды сделано и 8 километров по земполотну. Срок окончания контракта конец ноября месяц. Поэтому, в принципе, не вызывает никаких опасений. Мы в рамках контрактов идем, все нормально. Так, у вас сейчас введенных 43%, да? Да. Введенных, правильно? Да, введенных. И сейчас этот процент у нас будет постоянно расти. То есть сейчас, вот я говорю, на стадии уже года объектов всех. И вы оплату сделали из 1,5 миллиарда, 1,5 миллиарда оплатили, да? Да. Все выполнение оплачено. Сейчас, да, пока. 100% выполнение оплачено. Все, да? что есть, да. Все, что нам предоставили подрядчики, мы все оплатили. А вот по контрактам жизненного цикла, вот эти 2 контракта, что там По происходит? контрактам жизненного цикла, как я уже докладывал, у нас 5 числа контрактация, и по 2 этим контрактам по 2 претендента есть. У нас И до декабря месяца все работы будут завершены, конечно. вопросы есть? Можно обсудить, в принципе, все. По этому все-таки, как у нас идет вот там, Вот данных сегодня смотрели, и еще подправили, добавили. Сергей, все-таки кто ответит за то, что вот город так фальсифицировал данные выше? Кто следит за этим? Это же нас Росгосборд уже попросил сделать. Мы фактически у нас 480 километров городской агломерации протяженность. Они сказали, выбирайте тупиковые Ну, улицы. неправильно. Вы вот, когда А в этом 85%, что? это же показатель был завышен в городе. Поэтому Вот сейчас 82 составляет, да? 77. Еще откорректировали что-нибудь? Почему? 85? Да, 82 на сегодняшний день. Просто вот это, по WhatsApp там распространили информацию 85% выполнения, фальсифицировали данные. Пока вот я не стал математику смотреть, они не сошлись. Это зачем? Вообще некрасивая история. Вот я спрашивал, Минтранс, кто ответит за то, что вот так город может спокойно взять и данные зависеть? город сам забивает данные. Ну как сам, кто-то следить же должен. Ладно, по региональным дорогам я прошу взять на контроль вопросы контракта жизненного цикла. Это важное дело, что еще тут конкурсные процедуры идут. И выполнение приемки документов. Расчеты, я вижу, только нормально прошли. Из 2 миллиардов 500, 1,5 миллиарда уже
профинансирования, да? Угу. Да-да. Хорошо. Так, по городу давайте сейчас посмотрим. Я хотел по устройству все-таки обсудить, потому что сейчас более такая вещь для нас важная, это завершение контрактов на 31 октября, я так понимаю, заключен договор, да? Вы доложите, что сейчас сделано, и по благоустройству вы видите. И какие объекты до 31 числа будут закончены, какие перейдут на ноябрь. То есть не исполнение сроков контрактов у кого будут, какие улицы. Кто думает? Давайте я начну. Ну, у нас из 25,8 километров тех показателей асфальтовых покрытий 19, ну, здесь говорю, 19,4 километра в асфальте протяженностью выполнены работы. Остаются вот только те с переходящим покрытием, это северный и участок по Коринской. В настоящее время по всем также объектам ведутся окончательные работы по съездам и примыканию. Здесь только работы остаются в части мокрых процессов. Касаемо, если говорить по переходящим объектам на ноябрь, из-за незавершенных видов работы в инфраструктуре, в частности, это укладка лотков, бордюры остаются, то, что и освещение. Но у нас, в принципе, по всем объектам у нас сегодня картина, что они переходят на ноябрь месяц. Ну, у нас хоть какой-то объект должен сдаться, там, Красильникова, допустим, или автодорожный, или Алексеевна, ничего не сдаете? Шестаковка, да. Мост у нас останется только Шестаковка. То есть мост Шестаковка будет сдан. Будет, да. А все остальные переходят Все остальные, да, в силу вот этих обстоятельств, что ничего не подошло вовремя, конструкции, не подошла кабельная продукция, светильники, будут заканчиваться в ноябре месяце. Сейчас также ведется по всем, в принципе, объектам ведется работа по инфраструктуре и по благоустройству. А вот про Коринскую говорили, там орбиты, да? Там что-то изменилось, я там проезжал на выходные, в воскресенье, я когда ехал на улицу, я как раз заехал туда. Там у вас в 11 часов в воскресенье никто не работал. Там уличное освещение, по-моему, поставили, да? И должны были, отсыпку делать, проверить. Там сейчас что-нибудь происходит? Да, мы можем сообщить. Сейчас уже есть. У нас освещение, что происходит. С освещением там столбы устанавливаются, они уже почти установлены. Просто у нас светильники еще долго будут. Они не пришли. А так все силовые провели, все закончили. Отсыпку когда закончить вообще в районе частной дороги. Там 400 метров? Да. Вы там когда заканчиваете? На этой неделе закончим, там, в конце недели. До конца недели это работа по отсыпке, это границы для завершения. Правильно? Ладно. Тогда давайте последовательно все-таки по участкам пройдемся. По автодорожной, также вот у нас светильники, велосипедники и, в общем-то, и там установка автобусных павильонов останется. По Красильникову, это тоже светильники и электромонтажные работы. Это у нас вынос шестерки, работа ведется, обстройство силового кабеля. До конца, в принципе, у нас этого месяца должны завершиться. Светильников здесь, какие-то уникальные светильники, все это диодные? Это заказывают завода? Это один завод у нас. Почему-то. Почему нельзя было отработать по поставке светильников? Вы всегда, как в карточном игре, какую-то проблему из кармана вытаскиваете. Ладно, занимались конструкциями, Сергей Николаевич съездил, графики подписали. Я вижу, что машины пошли, по-моему, 5 машин нужно. Светильники же нужно было. Главное, рассказывали про тротуарную плитку. Почему же светильники-то не думают? Вообще решение вопросов у нас происходит по мере того, как кто-то там подрядчик, а вот у нас светильников, да? А мы не знаем, что нам светильников.
все время приходится по заднему номеру добавлять проблем. Так, ладно, дальше пошли. Дальше. По Чайковского тоже, значит, остаются там работы по элементам благоустройства, там урны, автобусные павильоны, насосные станции, там переливные. Эти работы тоже будут закончены до конца этого месяца. Они будут закончены или не будут? Мы по графику с подрядчиком. Но вы же только что озвучили, что не будет. Нет, ну до конца этого Чайковского по графику я просмотрел, оно будет закончено. Так, да, Заводович? Да. По Чайковскому. Автобусные павильоны где находятся? Автобусные павильоны у нас, они везде заложены, но они очень заложены по низким ценам, и плюс к этому установочная площадка в проекте есть, а в Смите нет. Автобусные павильоны где вообще находятся? Мы заказали Они где? металлисты. Они заказываются в Якутском металлисте, и Урбан тоже. Соответственно, Чайковского вы закончите в октябре месяце. В октябре нет, в ноябре поставим. С автобусными павильонами проблема, да? То есть без павильонов приниматься работа не могут, да? Нет. Но работа должна по контракту быть. Ясно. Дальше пошли. Так, по улице города Малона, Ларионова, тоже, значит, работы основные по асфальту уже завершены. Значит, работы продолжается, вернее, работа у нас по тротуарам. У нас вопрос там только возник сейчас по разворотной площадке конечная автобуса. Это на 203-м микрорайоне. В субботу там был обнаружен газопровод, и, соответственно, там при планировке был порыв. Труба оказалась не по нормативу уложена, земляное полотно. Сегодня силами там подрядчика, застройщика, который выложил эту трубу, устраняется, значит, это порыв. Кто там? Там СТ. СТ. Это вот к дому, ну, дом паруса есть. Вот к этому дому там на глубине 30 сантиметров уложен газопровод диаметром 159. По проекту как должно быть? Метр 20. Ну, метр 20. Метр 20, на 30 сантиметров. Да. Ну, эти мы в субботу и в воскресенье. Ну, там порыв серьезный Они оказался. сейчас делают по проекту Они сейчас, мы за или воскресенье. просто устраняют? Нет, они сейчас делают, переделают завтра по проекту. Хорошо. В четверг утром переврезок там, не понял. И когда этот строй сможет тогда поступить? Ну, с четверга. Сколько квадратов там размножено еще? 25 метров общей длины. Ширина? Ну, ширина 3 метра. Нет, Там же международная площадка. А, сама площадка. Площадь какая осталась там? По этот Ларионову, где-то квадратов 600, наверное. А? 1000 квадратов. Ясно. Также там остаются работы у нас, ну, которые переходят по ноябрь месяц, это завершение там, работ по электроосвещению. Светильники. А благоустройство? Там же, Что-то работы там же по- еще грунт. Озеленение есть же какой-то? Нету. Ну, там просто земля на месте есть, земля будет рассыпана по карманам. А вот сейчас как вот они свои температуры ставят? Ну, земля, Ну, в конечно. принципе, ну, растает она весной, земля. Ставят. Ну, весной, естественно, приведется уже разрывание. Так, тогда здесь только останется, ты говоришь, светильники, да? Да, тоже электропродукция, которая заказана. Также Там заводишь. этот, сколько пунктов по Ларионову? 54, да? Не установлены как-то? Мы уже установили, Да, там опоры. всего 2 опоры осталось там согласовать. Опоры установлены, Да. просто осталось Светильники, к ним автоматика, которая вот, ну, синхронизируется с... Но эти Вот светильники светом. на 202-203, они должны подойти вот уже на дня. А почему нельзя тогда назвать это? Ларионов, наверное, там закопошитесь с этим разворотом. И разворот, ну и там остается все-таки работать по... Электрик в наличии, люди в наличии есть. А все равно малому, что Так же, как и
тоже это не успевает. Мы уже там завтра грейдером отработаем, мы велодорожку положим, и одновременно будем приходить. Но 31-го не успеваете, да? А? Светильники осталось. А? Светильники осталось. Светильники, я думаю, подойдут эти. Дальше пошел. Так, по дорогам морским. Морские. У нас, значит, ну, работа в основном тоже сейчас ведется по лесным. Ну, Василий Иванович, ну, свежая информация есть у меня на вчерашний день. Газовиков 200 метров осталось, и вокруг КГВ осталось тротуар по Юрсу и тротуар на 40 классе осталось. Ну, вы сдадите, 31-го. Светильники тоже остаются. Светильников тоже нет. Знаки. Знаки. Да, знаки, светильники, это находится на январе месяце. Молодцы. А у вас Ренессанс это копеечный, наверное, да? Ну, почему? Ну, отлично. Коллеги, вот 31 октября, это не наш срок, БКД должен быть выполнен там, до 1 января, да? Это вы заключили контракт, то у нас нет своей, это не выполнение контракта городского округа Якутска с подрядчиком. Не понимаю. Так, хорошо. По газовиков остается еще тоже съезды там. Съезды все. У вас есть? Все сделали? Все сделали. Ну вот, последние дни, которые, значит, отпускают асфальт для Махинских городов, поэтому вот эти последние 2-3 дня Василий Иванович должен закончить все Как работу. там вот спускается? ЕРДМС. Так, далее мосты. Мосты вы сегодня были по мостам. Спасибо, у меня тоже было. И северный, да. Вот смотрите, Сергей Николаевич, я вас просил выйти на ассоциацию района, не в Павлово. Они будут по какой-то... Да, номера машины и телефона я взял сегодня у подрядчика. Встречался, ну, правда, пока с нашими, с Кокиным, с Михайловной. С ними поговорил, они сейчас там тоже должны на них выйти. В принципе, Будут ходить? да, будут. В общем, у нас, в принципе, есть возможность ассоциации АЯМ, называется, Да. что это дочерка железной дороги Якутии. У них паром здесь есть. Я поручил, чтобы с ними переговорить, чтобы ваши машины заходили на паром и переправлялись без проблем. Да, я уже там сказал нашим, они там сейчас А работают. ваша задача сейчас проследить график отгрузки, который за Луном, Да, я с отслеживаю. Минским. Там еще 6 машин. Еще 7 машин. Все машины. Вот. Думаю, что если там все будет нормально, то у нас вот эта узкая проблема, она будет решена. Я для себя понял, что эта проблема такая серьезная очень. Ну, по ледоколу, наверное, вы будете просто затраты больше вести. Сейчас у вас паром, наверное, закроется скоро, да? Ну все, уже, говорят, 2-3 дня максимум, и все. Ну, Ну вот эти 3 машины, я думаю, не проскочат, наверное, а остальные уже только с ледоколом. Первая машина. то есть мы вам поможем, чтобы эта машина на паром встали и отправились. А затраты это уже ваши будут, потому что там ледокольные проводки все равно поможет. Там 100 тысяч одна машина будет стоить. А как это надо? Хорошо, после я спрашиваю. Так, ну, далее остается это у нас Виктор Горисов, Горницкого работы ведутся, потому что в культуре заездом до конца месяца планируем завершить эти работы. Жарницкого. Жарницкого. Что там останется? Останется теперь у нас создано это средство пешеходных ограждений, 320 метров. Ну, не заказано, по информации Горис. Тоже не успеваю. Не успевает выставить их. Так, по Петра Алексеева также все работы основные должны быть завершены до конца месяца. Останется это устройство тоже ограждений пешеходных А тротуарную ограждений. плитку нашли? Да, там все укомплектовано. Там сейчас работает? Работает, Точно? точно. Сколько человек на Петра Алексеева работает? 7 человек. 8-7 человек живет А на сколько там плитке. квадратных метров надо положить? 1500. А? 1500. Нет, нет, остаток 445 человек. Как вы его знаете? Подрядчик не знает. Ладно, на пилотах что происходит? По пилоту.
бомбированный пойман должен остаться. Ну да, там работы ведутся, 8 человек, значит, отрабатывают по бордюрному камню. До конца октября эти работы должны быть завершены и подведены, ну, эти примыкания все. Почему период не знаете? Примыкания у нас остаются здесь, это тоже, значит, работы по водоотводным лоткам. Сколько Это на ноябрь месяц, это 437 подводных метров. большой? Да, большой объем. Кроме того, у нас там кое-какие технические моменты возникли с проектной документацией, снова опять не являются некоторые отметки, все это приходится согласовывать и дорабатывать. Да, Хатынь-Вест. Хатынь-Девятское шоссе, но основная, конечно, работа по остается парк водопроводных камней, там работает 12 человек по нашей информации. Там 12 человек работало, 18 человек работало. 18 уже сегодня? Да. Ну, это у меня информация, я вчера сам ездил, считал, это было вчера. Сегодня, значит, добавили людей, но есть Сколько бомбированного пойман? 3 километра. Не может быть. Ой, подождите. 3 километра было. Да, сколько осталось? Нет, 3 километра 633 метра. На прошлом штабе было 2 километра. А что изменилось? Ну, это точно. По прямой осталось 500 метров. Остальные... Ну, прямые, да, участки остались. Вот, Какая разница? Это все равно, что это работа, да, это надо положить. А там заезды все это сделано. Нет, еще тоже больше. Основная проблема это вот по заезду. Но заезды почему не делаете? Отсыпают сейчас. Готово. Площадки Ну, заезда. Погода нас, в принципе, побаловала. Да? По всей стране там нормальное тепло сформировалось. И до Якутии тоже дошло. Почему вы не воспользовались? Вы что? На следующей неделе уже под минус 10 будет. Вы когда там асфальтировать будете что? Так, дальше. Я ну, тут тоже все. Ну это все уходит, даже на середине ноября. Так, ладно. Мы хотели обсудить же вопрос к северному, вопросу энергетики, там опять что-то у нас. Вы же не представляете, что это здесь какая проблема? Подрядчикам в рабочем порядке решили этот вопрос? Решили, да? Да, все решили. Ну что требуется? Просто протоколировать это решение, что трансформатор будет прикрыт, если прикрыт. Есть, конечно. Протокол есть, да. И где столбы, вот где вода, там. А зачем вы человека должны сейчас пойти домой поужинать? Есть решение. Успей. Нет, протокольное поручение, ну, ваше есть, мы внесли А такое. вот смотрите, что все-таки сейчас протоколируется. Это бетонные работы, это присадки по температуре. Это раз. Второе. Это связанная поставка металлоконструкций. Все равно с металлом. Если завод не отгружает установленное там, именно подняв расписание, нужно прямо выходить и звонить. Ну, край этот металлоконструкции все должны прийти. Это главное. Все, что связано с мокрой работой, вы же так заявляете, все мы закончили. Но не все закончили, коллеги. Зачем обманывать народ? Где обманываете? Не себя обманываете. Главное, что главу своего города обманываете. Вы припрашиваете их откуда. Она же доложила, что до 31 октября все сдадим, а у вас ни один объект не сдается. Вот у нас 43% введенных. Это же разница, понимаете? Введенные и у вас 0. Это вы должны все равно сейчас посмотреть по устройству поставки. Вот где у вас светильники находятся? Может опять светильники идут по шине какой-то. Как вы решили доставить? Где они находятся? Может быть, тоже нужно там договориться, чтобы с второй переправой проблем не было. Там же сейчас будет очень много машин стоять. У вас светильники как идут? У нас светильники сейчас идут в этом Вот или транспорте. транспортная компания? Да. Или это вы свою машину проверите? Нет, транспортная компания. То есть мы там не занимаемся проблемой транспортной компании, А вот те, которые на Красильников, эти там забубенные со шкафами, со всеми этими, они еще у нас только на стадии изготовления А где? в Екатеринбурге. А как придут? Шкафы только? Шкафы и светильники. А их можно авиа отправить?
Ну там, я не знаю, там огромное количество. Тогда вы смотрите, здесь надо посмотреть сроки тогда завода. Я Владимиру уже на завод не отправлял. У меня вопросы. Они нам обещали, вот мы их заказали в сентябре месяце, они сказали нам, что 2 месяца будут они изготавливаться, месяц и доставка 45 дней. Вот, если вы в сентябре заказали, 2 месяца, сентябрь, даже если это 1 сентября, октябрь, еще доставка 45, это у нас середина декабря же. Ноября. Так, сентябрь, октябрь, еще эти 45 дней. Это середина декабря. Город Николаевна, да? О чем речь идет? Вы должны Нет, посмотреть. этот вопрос с подрядчиками также давно Да, вы понимаете, вот вы с ними разговариваете, и я с вами разговариваю. Но я когда вижу, что проблема, у меня замминистра, первый заместитель министра, едет на завод, встречается с директором завода. Но это ваша проблема, главстроя на самом деле. Не министр дорожного хозяйства. Заводом этот вопрос регулирует. Вы видите, что происходит? Езжайте в Екатеринбург. Только что там были, прошел там целая конференция по транспорту. Медведев провел совещание в Екатеринбурге по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Собрались и поехали. Выяснили, что там происходит с изготовлением. Когда выдадут? Завтра выясним. Завтра вы ничего не выясните. Вы по телефону наберете, вы скажете, в изготовлении. Я же знаю, как это происходит. Или скажете, ждите, через 2 недели ответим. Еще раз, подрядчик и главстрой, выезжайте на завод. Вы сорвете вот один шкаф не поставите, сами же не сможете принять объект. Вы же сами видите, что светильников нет, уже все, района нет, дорога не принимается. Или региональных 43, у нас по регионалке будет принято 80% уже в октябре. Принято, введено. Понимаете? Подписано все. А у вас 0. Я вас прошу, узкие моменты отрабатывать. Вот, как вы так... Я предполагал, что мы сегодня соберемся, там, друг друга поздравим, дорожника и зафиксируем, что у нас 31-го хоть какие-то объекты будут введены. Хоть какие-то. Я предполагал, что вы там сможете автодорожника там Красильникова ввести, Жарницкого. Кроме мостового перехода через Шестаков. И то, может, там опять чего-то не хватает. Я предполагал, что этот Мархат сдастся. Нет. Ну там же освещение есть, нельзя его ввести, а потом повесим. Кто вам подпишет-то? Кто на себя долголученный вытянет-то? Вы спросите, кто-нибудь вам акт подпишет? Вы дома подпишешь акт? Вам никто не подпишет, это будет нарушение. Потом с прокуратурой же будет работать. Ходить туда просто. Так, все-таки тогда на следующей неделе еще раз собираемся. Вы сейчас заводите это место, по мостовой конструкции, металлоконструкции вы следите. Ну-ка, обработано, постарайтесь все-таки завершить это на этой неделе. Я так вижу, что у Бориса какая-то проблема там по этому ряду заездного, да? И раз там у вас в четверг переключение будет, все равно вы будете на следующей неделе половину. Ну, пока он там подготовит, подослать. Температуры там уже не будут, коллеги, такие, как сейчас. Вы хоть не интересуетесь, что это погода? Потому что погода на вас же сильно влияет. И обеспечьте надзор нормально, технический надзор за выполнением работ. В том числе по карбину. Какую марку бетона использовать, присадки какие, особенно по мостам. Там же у нас еще бетонных работ очень много. Сегодня ваш технадзор положил, что все доказывается, все делается, все документы предоставляются. Но вы, если с какой-то министром заключили договор, так вы тоже отдавайте им по бетону, пусть проверят все.
Договорились? И у вас очень плохо, все равно работы принимаются, насколько я понимаю. Подрядчиков вопросы по расчетам есть? В Еврейском автономном округе прокуратура предъявила заказчику несвоевременная оплата за выполненную работу. Ну, почитайте новости. Это тоже нарушение. Если вы приняли работу, а не оплачиваете, это нарушение. Это я вас спрашиваю. Я сегодня собирался с Благоустроем по этому вопросу. Я так понял, что проблема в том, что подрядчики не могут подготовить качественную документацию по выполненным работам. КС-2, КС-3. В принципе, лимиты по все эти есть у нас. Даже вот республиканский бюджет, если взять, то подрядчики неделю, там, 2 недели, по 10 дней не могут нормально подготовить качественную документацию. Ну и плюс еще там есть регламент определенный в самом окружной администрации города, там тоже такие сроки идут, тоже получается время мы оттягиваем. То есть пока деньги до подрядчика дойдут, это уходит там 2-3 недели. Но просто на эти все формальные нюансы. И вот я не понимаю, у подрядчиков заинтересованности нету, что ли, получить эти деньги побыстрее. Там. Вроде работы выполняются, но деньги поздно. Вот смотрите, у вас 82% по вашим планам выполнено, а 70 и 49 оплачено всего. Вы видите, да, цифры? 49% всего. Ладно, нам еще надо этот план дорожных работ на 20 год обсудить, это уже без камер будем сейчас понимать, какие объекты на следующий год план дорожных работ включать. То, что вы сейчас обсудили, я прошу это все-таки. – 31 октября. И сегодня по докладу Главстроя ни один объект принят не будет, кроме этого мостового перехода через реку Шестаковка. Потому что есть там невыполненные работы по благоустройству, это по уличному освещению, по тротуарам, по бордюрным камням, по ливневой канализации. Соответственно, по всем вот этим наработкам ни один объект 31 октября принят не будет. Это нарушение контрактов между заказчиком Главстроя и подрядчиками городскими. Но в рамках национального проекта объемы должны быть выполнены до 1 января. То есть мы видим, что в принципе этот национальный проект сам будет выполнен. Если говорить о критических точках, то мы разрулили тему по поставке металлоконструкции из Тюмени. Там у нас выезжал первый заместитель министра транспорта Владимиров. Подписали график по поставке металлоконструкции для мостовых переходов по Мархинке и по Северному. Из 13 машин 5 уже отгружено, но все равно на контроле надо держать. И вот сегодня обозначена проблема, что часть оборудования для уличного освещения изготавливается в Екатеринбурге, еще не изготовлено. И здесь проблема возникает. У нас же переправа закрыта, сейчас ледокольную проводку делать будем, но все равно, если не успеют поставку сделать, то, к сожалению, здесь у нас будет сдерживающий фактор для ввода объектов. Это узкое место, которое надо решать. Большие объемы по бордюрному камню у нас по Хатыно-Вязкому. По всей видимости, это вообще уйдет на середину ноября. И по ливневой канализации почти больше 400 метров по пилотов. Это тоже большой объем, по сути своей. Есть оставшиеся работы по развороту автобусной, там остановка, видимо, будет, по Ларионову. Это 1000 квадратных метров, но на сегодня пока не приступали, и, видимо, асфальтирование идет на следующей неделе. Вот пока так. По региональным дорогам я сегодня ездил, смотрел, как у нас выполнены работы по
автодороги нам, это мы в сторону Хатырыка 27 километров должны построить. В этом году 9 километров работы практически выполнены, там осталась разметка и дорожные знаки, и обочину сделать. В следующем году мы будем асфальтировать 11 километров по этой дороге в сторону Хатырыка. Ну, я сегодня комментарий давал. По региональным дорогам уже у нас введено 43%. По городу 0, еще раз, введенных. По региональным 43%. И октябрем месяцем практически 80% будет введено. Там у нас остаются работы небольшие на дороге Анабар и по Кобяю. Это будет переходить на ноябрь. Но у нас контракты заключены с исполнением в ноябре месяце. То есть нарушений со стороны подрядчиков нет. Ну вот обговорили те вопросы, которые надо сейчас решать. К исполнению сейчас, я думаю, приняли. И нужно просто проконтролировать, что все поставка оборудования произошла в полном объеме. И работы по благоустройству были выполнены. Потому что вот сейчас низкие температуры, все равно нужно бетон, чтобы это соответствовало, присадки были, использовались. И, конечно, городу нужно контролировать процессы эти. Из-за подобной задержки сколько у нас тогда дополнительных средств тогда задействовано? И с какой стороны? То есть республиканский бюджет, городской? Ну, то, что, вот, допустим, металлоконструкции придут чуть позже, и будет уже паромная переправа ледокольная используется, там, конечно, удорожание произойдет по паромной переправе, но это уже затраты подрядчика будут. Угу. А вот насчет вопросы по именно проблемам с оплатой подрядчикам, что это? Расскажите. Ну, здесь несколько проблем, которые есть. В первую очередь, конечно, подрядчики должны своевременно отдавать документы на проверку. И мы видим, что документы, если даже подаются, то есть замечания у того же главстроя. И у главстроя не хватает специалистов. Мы же обсуждали тему уже один раз по проверке документов на оплату. Только 2 специалиста проверяют форму для того, чтобы поставить на оплату. Это мало, потому что объемы очень большие. Соответственно, задача тут обоюдная. Подрядчики должны качественные документы предоставлять, а заказчики должны своевременно их проверить и принять их к оплате. Или если есть замечания, своевременно их вернуть на доработку. Тогда этот процесс будет постоянным. Вот такие проблемы. Человеческий фактор. Ну, здесь не только человеческий фактор, здесь, во-первых, это организационный вопрос. Скажите, пожалуйста, а по городской агломерации тогда факт исполнения в цифрах сколько он составляет? Ну, на сегодня тут в эталоне 82%. Здесь были ошибки ввода, может быть, специальные, не специальные. До этого показывали 85%. Но когда мы начали проверять, там математические ошибки были выявлены. Сейчас 82 стало. Потому что откорректировались на 7,7, но процесс же этот постоянный по выполнению. Сейчас 82%. Спасибо большое. Коллеги, вас учили ждать коллег? Почему вы начинаете 19? Сейчас наше совещание